Здание номер 1 в Якутске, первой каменной школы в республике, в будущем году отметит свой 80-летний юбилей. Но радость от этого грядущего торжества немного омрачает аварийное состояние школы. Причем в реестр таковых зданий до сих пор не включили. Учителя и родители бьют тревогу. Там просто небезопасно находиться, по их словам. Полы проваливаются, а в 2015 году во время учебного процесса обвалился потолок. Почему за столько лет в школе таки не был произведен нормальный и качественный капитальный ремонт? В деталях проблемы разбиралась Ульяна Шагина. Эту школу в качестве эксперимента в далеком 1939-м начал строить Ефим Жарницкий. В 1941-м школа была введена, а через 2 года ее расширили, добавив пристрой, который возвели со строительными нарушениями. Вердикт комиссии, которая тогда произвела осмотр, был неутешителен. Зданию срочно нужен капремонт. В том же году, чтобы избежать обрушения потолка, его укрепили металлическими балками. Здесь были проведены именно работы косметического характера. Это обшивка стен гипсокартоном, электрика, сантехника. То есть работы по укреплению фундамента, те рекомендации, которые были даны в 2005 году, то есть эти работы не были выполнены. Именно в это время школа номер 1 из одноэтажной деревяшки по улице Чайковского переезжает в это здание, в котором раньше располагалась 8-я школа. С тех пор письма и обращения в разные инстанции стали привычным делом для руководства образовательного учреждения. А ВОЗ и ныне там. Трещина на стенах, из-за сырости и грибка обваливаются кафель и штукатурка, а полы ежегодно проседают. В 2015 году, во время урока, упал штукатурный слой вместе с панелью. Но беды этим не ограничились. Сегодня в школе, рассчитанной на 200 человек, обучаются в 3 раза больше детей. Обучение проходит практически в 3 смены. Дети часто болеют, падают в обмороки, что нас очень, конечно, беспокоит. Спортзал находится на 2-м этаже, что недопустимо по технике безопасности. Вместо столовой – буфет. В буфете очень часто приходится просто стоять или по очереди занимать скамейку, чтобы ноги не уставали, когда кушаешь. Как гардеробная 3×6 умещает вещи учеников, остается только гадать. Как бы руководство не хотело расширить это помещение, вариантов просто нет. Но что там гардеробная, когда в школьной библиотеке одновременно могут заниматься максимум 4 учащихся? 2 стола, объединенных между собой, и пару книжных полок. На этом и вся библиотека, которая находится в этой школе номер 1. По стандарту школьные библиотеки должны иметь не только читальный зал, но и отдельное книгохранилище. Об этом ученикам и учителям этой школы приходится только мечтать. У директора школы за это время скопилось несколько толстых папок с отписками из разных инстанций. Вердикт один. Зданию требуется не просто капитальный ремонт, а укрепление фундамента по всему зданию. Такое заключение еще в 2005 году вынес проектный институт «Стройтехнология». Но вот этот проект еще не прошел экспертизу, то есть были вопросы по проекту, поэтому нужны дополнительные средства. И главстрой нам должен пройти вот эту экспертизу. Для этого тоже необходимы дополнительные средства. Почему школу до сих пор не признали аварийной и когда в ней начнутся ремонтные работы – это тема для следующего сюжета. А пока учащимся придется грызть гранит науки, ежедневно рискуя жизнью. Несмотря на проблему, школа является одной из лучших в столице. И это великий труд, учитывая, что консультации педагоги вынуждены проводить в коридорах. Мы продолжим следить за судьбой образовательного учреждения. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.